У нас в Алмате существует два ингушских центра. У вас чечено-ингушский. Как вы думаете, почему у вас так объединено, а у нас раздельно, скажем так? А, кстати, вопросы эти часто задают люди. А почему, а почему? Я всегда иногда даже говорю, а потому. И просто хочу сказать, что это связано с географией. Я не пришла ни к какому выводу. Вывод сама сделала. Не от того, что мне люди говорят. Я сделала вывод такой. Где центр отдельно ингушский, отдельно чеченский, там проживания ингушей очень много. Больше, чем вот в остальных. У нас в Алматинской области проживание ингушей меньше. И люди не настаивали о том, что именно Галгай, не настаивали о том, чтобы центры были отдельно. Не было ни одного заявления об этом. Но мы центр свой, когда создавали Алматинской области, мы учитывали, сколько у нас Галгай, мы сделали перепись, сколько у нас Нохчой, мы сделали перепись. У нас есть это списки, можете запросить у нас эти списки. И люди, ингуши, Галгай, у нас не надо было никому звонить, мы с ними вместе работаем, живем рядом, обсуждали. И они не проявили такого желания, чтобы быть отдельно от нас. Поэтому изначально шло, центр будет чечено-ингушский. Так он и остался. У нас нет сейчас какого-то там деления. У нас председатель Вайнахского центра области Аласханов Аслан. Его все знают, и Галгай, и Нохчой. А председатель совета, у нас есть свой совет, председатель совета у нас Галгай, Арсамаков Джабраил. Его все знают. Это уважение и от чеченцев, и от ингушей. Поэтому получилось так, что и в руководстве, и в совете у нас есть Галгай, есть Нохчой. И поэтому как-то вот деления такого, чтобы разделиться, не было. Но мне задавали вопрос. Мамат его зовут, он ингуш. Фамилию он не назвал, с Алматы. Этот юноша, я так подумала, голос такой молодой, он мне говорит: вы Зоя Кайсаровна? Я говорю: да. Вы что, у нас ингушей решили забрать? Я им ответила: да, это моя любовь. Ингушей я хочу забрать. Это все было юмор, это было все в шутку. Я это рассказала Арсамаковым, они посмеялись. Но так, чтобы центры были отдельно, у нас вопрос не стоял. Если бы люди настаивали на тот момент, конечно, мы бы этот вопрос тоже обсуждали, потому что в городе Алматы у нас отдельно два центра, и я это знаю. В одном из центров даже я была при встрече с молодежью, я видела, насколько активны ребята-ингуши, влюбилась, насколько они красиво умеют